Салам сере тусамсен. Сегодня поговорим о народе, который также существовал в границах Казанского ханства. Речь идет о чувашах, Алга. Существовало несколько теорий происхождения чувашского этноса. В XVIII веке сложилась финно-угорская теория происхождения чувашей. В трудах немецких историков Тунмана, Энгеля, русских историков Карамзина, Фирсова и других была выдвинута гипотеза, что предки чувашей принадлежали к финно-угорским племенам. В XIX веке возникла теория славянского происхождения булгар, которая распространилась также и на их потомков чувашей. Родоначальник этой теории Венелин считал, что гунны, хазары, авары, готы и даже франки были славянские племена. В середине XIX века этнограф Сбоев выдвинул теорию буртасского происхождения чувашей. Буртасскую теорию пытался обосновать Ритих, который вслед за Сбоевым считал, что имя Буртас можно объяснить чувашскими словами «пар» – переворачивать, загибать и «таз» – плешивый. Буртас значит переворачивающий голую землю, пашущий вновь. В дискуссиях со славянской теорией в середине XIX века сложилась булгарская теория происхождения чувашской народности. Один из основателей этой теории, Павел Шафарик, на основе тщательного анализа источников установил, что чуваши – потомки булгар, имевших генетическое родство с гуннами. Булгары, жившие между Доном и Волгой, стремясь освободиться от хазарской зависимости, переселились на Волгу и Каму. Образ жизни, обычаи и язык булгар по Шафарику свидетельствует о том, что они являются потомками урало-чудских племен, очень рано смешавшихся с тюрками. Важной вехой в развитии булгарской теории происхождения чувашей явилось научное исследование Ашмарина «Болгары и чуваши», в котором на обширном лингвистическом материале и по сочинениям восточных авторов она была всесторонне обоснована, прослежены древнейшие связи булгар с гуннами. Первые исторические известия о булгарах неразрывно связывают имя этого народа с именем гуннов, заявил этот крупнейший тюрколог. К этому выводу Ашмарина впоследствии присоединился Бартольд. Труд Ашмарина, являющийся первым серьезным научным исследованием проблемы этногенеза чувашей, не потерял своего научного значения и в наше время. Одним из наиболее сложных и до сих пор сколько-нибудь достаточно непроясненных периодов истории чувашского народа является 13-й, начало 16 столетия. Начинается он с катастрофической для булгарского государства монголо-татарской экспансии и завершается присоединением Поволжья и Приуралья к русскому государству. Монгольское нашествие на Среднюю Волгу и последующие события, в том числе образование Казанского ханства, привели к разрушению консолидирующей роли булгарской культурной цивилизации, ускорили и одновременно кардинально усложнили процессы формирования чувашского народа и его этнической территории. Монголо-татары совершали набеги на земли Булгарии еще в 1223, 29 и 32 годах. Окончательно она была завоевана в 1236. В ходе той кампании значительная часть булгар была рассеяна по всему Поволжью, Прикамью и Приуралью. К примеру, раскопками Смирнова, города Сувара, выяснена страшная картина разрушения. В слоях конца XIII века открыты остатки сожженных зданий, следы разрушения укреплений. Часть булгар переселилась на запад и на север в Закамье. Булгары того же года, пишет Татищев, пришли на Русь и просили, чтобы им дать место. Князь Великий Юрий вельми рад сему был и повелел их развести по городам около Волги и в другие. Волжская Булгария потеряла свою независимость, ее территория была включена в состав образовавшегося в 1243 году нового государства Золотой Орды. В этот период происходит перемещение групп булгарского населения из пострадавших от монгольского разорения Закамья и южных районов левобережья Волги на север, Нижнее Прикамье. Приказание и заказание, северо-восток, вначале в Южную Удмуртию, затем на Среднюю Вятку и другие, Чепец, север Удмуртии, восток, бассейн реки Белой и районы юго-западного Приуралья. В эти годы и позднее, в XIII веке, первой половины XIV века, часть
Болгар-Чувашия начала переселяться в лесные районы правобережья и левобережья Волги, в среду марийцев, что нашло свое отражение в русских летописях, восточных письменных и археологических источниках. О разорении монголо-татарами земель луговых марийцев и удмуртов источники не сообщают. На территорию центральной и северной Чувашии переселились в тот период булгаро-чувашские беженцы с земель современных Пензенской и Ульяновской областей, юго-западных районов Татарстана, юго-восточной части Чувашии. Левобережные закамские булгары после погромов Тимерлана 1391-95 годов уходят в Нижнее Прикамье и Заказание, где позднее ассимилируются татарами. В русских источниках закамская Чуваша упоминается вплоть до конца XVIII века. До монголо-татарского нашествия, то есть к началу XIII века, в юго-восточных районах Чувашского Поволжья повсеместно проживало булгарское население. Однако его северные районы в значительной мере были заселены финно-уграми, которые подверглись ассимиляции во второй половине XIV-XV веков. Как подчеркивают исследователи, монгольское нашествие и последующие за ним потрясения вызвали крупные сдвиги населения региона, вплоть до смены или существенного изменения этнических территорий практически всех финно-угорских и тюркских этносов региона. В процессе этих сдвигов и формирования новых или обновленных этнических территорий, новых комбинаций родоплеменных и локальных групп и складываются современные территориальные диалекты. Хотя большинство географических названий, встречающихся на территории Чувашии, имеют общее тюркское или, собственно, чувашское происхождение, тем не менее исследователь чувашско-марийских языковых взаимосвязей Федотов на основании изученного экономического материала считает, что с уверенностью можно сказать о продолжительном проживании на территории северных районов современной Чувашии более или менее компактных марийских племен, которые в силу определенных демографических причин или покинули правобережные районы Волги, или постепенно растворились в среде пришлых булгарских племен, оставив о себе память в виде географических названий нетюркского происхождения. Если до золотоордынского времени и мусульманская и языческая часть булгарского населения были известны под общим названием волжские булгары, то в XIII-XIV веках она постепенно отходит на задний план и появляются новые этнонимы, характеризующие прежде всего религиозные различия двух основных групп – булгарской этнической общности мусульман и язычников. В связи с тем, что в этот период в Болгарию переселяются ремесленники, строители, мусульманские миссионеры из Средней Азии, преимущественно Хорезма, Заказания и других территорий Золотой Орды, происходит резкое изменение этноязыкового состава населения, хотя вплоть до XIV века булгарский язык сохраняется как язык межэтнического общения, о чем свидетельствует надгробие. Новая консолидация булгар в Заказании прерывается в 1438-45 годах с приходом татар Улуг-Мухаммеда. О нем мы говорили в 24-м выпуске «Татары сквозь время». К этому времени начинается формирование казанских татар, расселившихся в Заказании. Арские земли, булгарское население, бессермяне ассимилируют часть местных удмуртов и частично оттесняет их на север. Чуваша-Арская и Казанская отмечено в русских летописях. После образования в середине 15 века Казанского ханства заказанские или арские, от слова города Арск, Чуваша в ходе укрепления Улуг-Мухаммеда мигрируют сначала в бассейн Илейти на Марийские земли и только впоследствии из-за Волги перебираются на территорию нынешнего Мариинско-Посадского района Чувашии. Оставшаяся в Заказании часть булгаро-чувашского населения к концу 17 века окончательно растворилась среди казанских татар, а булгаро-чувашское население южных районов правобережья Волги в конце 14-15 веков сдвигается на северо-восточную территорию Чувашии. Чувашский край полностью входил в состав ханства, западные границы которого проходили по реке Суре. Однако его булгарское население, а также переселившиеся сюда с левого берега новые группы соплеменников существенного татарского влияния не испытывали. Археологические материалы свидетельствуют, что Волго-Сурское междуречье долгое время оставалось
за пределами кыпчакского воздействия. Особенно значительные группы булгар мигрировали сюда из-за Закамья во второй половине XIV века. Вынужденная миграция булгаро-чувашских племен в золотоордынский период охватывала весьма дальние регионы, вплоть до Западной Сибири. Основываясь на схожести ряда основных системных элементов языков современных западносибирских татар и чувашей, исследователи приходят к выводу о возможном участии булгаро-чувашского компонента в формировании западносибирских татар. Основную массу населения ханства составляли черные ясачные люди, жившие общинами и платившие ясак и подати. Между тем, все татары, являясь служилыми людьми, и подати не платили, а несли только военную службу и имели земельные наделы. Ясачные чуваши управлялись своими сотными и десятными старшинами, которые жили в тех же крестьянских общинах, имея небольшие хозяйства. В их обогащении значительную долю составляли излишки ясака, собиравшиеся от общинников. Исследователь истории Поволжья Пересидкович приводит сведения о чувашском населении в левобережье Волги еще до взятия Казани. Большинство деревень левобережных чувашей располагалось в пределах Чувашской дороги, но немало было и по другим дорогам. Согласно песцовых книг Казанского уезда 1565-68 и 1602-603 годов, а также по другим источникам, в указанный период на территории Казанского уезда насчитывалось около 200 чувашских селений, причем во многих из них размещалось по нескольку дворов служилых татар. Интересно отметить, что, казалось бы, в самом центре этнической территории казанских татар, в Казанском уезде, на начало 17 века чувашей было больше, чем татар. Здесь, согласно песцовой книге 1602-603 годов, насчитывалось 802 двора ясачных чувашей и 228 дворов служилых татар. Однако ученые спорят относительно того, кого именно вносили в состав ясачных чуваш. Были ли это исключительно чуваши, или туда могли включить татар не служилого сословия. В состав чувашского этноса вошли в целом различные этнические элементы. В их числе представлены, хотя и незначительно, кыпчако-татары, русские полонянники, пленники и крестьяне, очувашившиеся в 15-16 веках. По утверждению Ахметьянова, как татарские, так и чувашские этносы окончательно сложились, видимо, в 15 веке. При этом строительным материалом в обоих случаях послужили одни и те же элементы – булгары, кыпчаки, финно-угры. Различия были лишь в пропорциях составляющих эти элементы. В чувашском сохранились некоторые уникальные в системе тюркских языков особенности булгарского языка. И этот факт говорит о том, что в этногенезе чувашского народа булгарский элемент сыграл большую роль. Свидетельством, подтверждающим, что современная чувашская народность в основном сложилась к концу 15 века, является факт появления и распространения этнонима «чуваш» в русских актах 1510 и летописях 1521 года. Примечательно, что первое упоминание названия этой территории как особой области в составе Казанского ханства под названием Чуваши тоже относится к началу XVI века, ко времени появления в источниках этнонима Чуваши, что, конечно же, не случайно. К этому же времени было зафиксировано также и относительное местоположение основных земель обитания чувашей, которые на горной стороне были уже наиболее многочисленным народом. Речь идет прежде всего о записках австрийца Герберштейна, сделанных в 1517 и 26 годах, о том, что чуваши могли выставить 30 тысяч воинов. Друзья, не поленитесь, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях ваше мнение и изучайте историю вместе с нами. А также обязательно подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау булагас и до новых встреч. Пока.